Самые вкусные самсы в Ноокате пекут здесь. Готовить их Абдулатифу доверили недавно. Он здесь новенький. Устроиться в лучшую чайхану города было не совсем легко. Юноша на учете в местном РОВД. Раз в неделю Абдулатиф отмечается в местной милиции. Сестра и мать ноокатца уехали на войну в Сирию. Из новых коллег Абдулатифа об этом мало кто знает. Поэтому, чтобы поговорить, идем с ним на задний двор, подальше от посторонних глаз. Родственниками игиловцами никто здесь не хвастает. Мы выдали замуж младшую сестру в соседний район, Араван. Однако зять обманул ее и увез сначала в Турцию, потом в Сирию. Сказал ей, что они будут учиться, работать. Через год после того, как уехала единственная дочь, внезапно в Россию засобиралась мать Абдулатифа. Ничего не подозревая, юноша и его братья отправили женщину к родственникам. Оказалось, 53-летняя кыргызстанка, оставив мужа, отправилась вовсе не в Россию. До того, как мама уехала, мы говорили с сестрой, и вроде она была в Ираке. После того, как она уехала, отец слег. Он очень болен. На связь сестра и мать Абдулатифа давно не выходят. Последнюю фотографию, снятую, по-видимому, в зоне ИГИЛ, старшему сыну женщина отправила около 9 месяцев назад. Отчаявшиеся братья даже не знают, как узнать, живы ли их мать и сестра. Те, кто побывал в Сирии, на родину возвращаются редко. Амет из тех, кто побывал по ту сторону фронта. По возвращению в Кыргызстан мужчину осудили по 375 статье «Наемничество». Забрали сына прямо из дома. Для родителей это очень тяжело. Отсидев в СИЗО 2 года, Амет вышел на свободу условно-досрочно. О том, что видел там, никому не рассказывает. До сих пор утверждает, поехал в Сирию учиться. Когда все началось, мы там учились, потому что президент Сирии сказал, чтобы граждане других стран уезжали. Сказал, что если с нами что-то случится, они не возьмут на себя ответственность. По разным данным, в зоне боевых действий сейчас находятся около 500 кыргызстанцев. Тем, кто вернулся, иногда объявляет бойкот, требует выселить из сел. Для предъявления более серьезного наказания доказательств часто просто не хватает. Дюбек Бегалиев, Азат Антымаков. Настоящее время. Ошская область. Кыргызстан.